Весна, март месяц. Сезон перевозок по Зимнику Иркутской области, Усть-Кут Мирный, подходит к концу. В апреле Северная дорога жизни полностью прекращает свою деятельность. Дальнобойщики, вернувшись с этой поездки, вздыхают полной грудью и еще потом долго вспоминают и делятся историями, советами, приобретенным опытом о своих героически преодоленных километрах по сибирской глуши. Зимник – это автомобильная дорога, открывающаяся в холодный период времени, по местам, где не то что нельзя, а просто невозможно проехать в теплое время года. В теплое время года с Усть-Кута в сторону Мирного можно проехать всего лишь 250 километров. Посередине этого участка расположен поселок Верхнемарково. На всем протяжении находится месторождение газа и нефти Иркутской нефтяной компании. Это вон Зимник продолжается, куда летом мало кто ездит. До Якутска. Дальше проезда нет. Дорога зарастает травой, цветами, валежником, и начинается настоящая сибирская тайга с болотами и безлюдными участками на десятки километров, где властвует природа с медведями, волками, комарами. Наша работа тесно связана с этой дорогой. Мы тоже появляемся в этих местах, когда она открывается. Пока открыт Зимник, стараемся успеть за сезон выполнить свою работу, которая появится опять через год, и мы снова сюда приедем. Поэтому мы видим, как живет эта дорога, как она меняется от сезона к сезону, и, конечно, участвуем в ее жизни. Вот несу антенку вот туда. Наверх. Мачточка еще в линии вся, красавица. Вот и добрался до антенки. Осталось ее откопать. Наступает зима, и дорогу перед началом сезона начинают готовить дорожники. Когда земля чуть-чуть подмерзает, дорогу очищают от упавших деревьев, грейдируют, укатывают, и в конце декабря открывается Северная дорога жизни.
разных городов нашей страны дальнобойщики начинают свое нелегкое путешествие. Путешествие будет в сотни, а то и тысячи километров сибирского мороза и бездорожья. Доставляет грузы на месторождения и в другие удаленные города Крайнего Севера. На этом зимнике также попадаются экспедиции, которые едут гораздо дальше, на полюс холода в Аймекон и даже в Тикси. Расстояние с Усть-Кута до Мирного около 1200 километров дороги. Примерно 800 из них это зимник. Проложен он еще был в советское время, в 1975 году. Сколько езжу по зимнику, первый раз такую увидел. Несколько раз здесь проезжали. Почему-то я ее не замечал. Полностью из дерева еще. Заправок на протяжении этого участка нет. Но можно заправиться из обычной 200-литровой бочки на пикете. Бензин и солярка есть на некоторых пикетах в небольшом количестве. Пикет – это сезонное кафе, которое открывается во время работы зимника. Рядом обычно находится баня и большая стоянка для грузовых машин. Расположены пикеты на расстоянии 30-50 километров друг от друга. У каждого свое название. Дальнобойщики, кто ездит по этой дороге не первый раз, останавливаются уже в излюбленных местах, зная, что там вкусно накормят. По рациям сразу разносится волна, если еда на этом пикете плохо приготовлена. Так что девчата, работающие в этих местах, стараются всегда накормить чем-то вкусным и необычным путешественников. Еда очень близка к домашней. Хозяйки, которые работают на пикетах, заезжают на весь сезон зимника с ближайших деревень и поселков, где тяжело с работой. На пикете тоже много работы, ведь нужно и постряпать вкусные пирожки, испечь хлеб, приготовить разнообразие первых и вторых блюд, натопить баню. Ведь для дальнобоя самое главное гигиена, хороший отдых, вкусно и сытно поесть. Запах готовящейся еды приманивает диких животных, которые уже привыкли к такому количеству посетителей. Что-то не туда ты побежала. На. Куда побежала-то? На, сейчас я тебе дам. На. Нечем тебя приманить. На. Все, утащил ты у меня варежку, да?
Сел на дороге. Гостиниц на пикетах нет. Мест для сна мало. Дальнобойщики и другие путешественники останавливаются прямо на площадке возле пикета и ложатся спать у себя в машине. В весеннее время просыпаются часа в 4 утра. Торопятся позавтракать, глотнуть чашечку кофе или чая и продолжить свой нелегкий путь, стараясь проехать подлиннее участок зимника, пока дорога еще подмерзшая.